Дорогие друзья, туризм является одной из важнейших основ нашей экономики, и по показателям в этой области мы видим, что если в 2020 году у нас было всего 420 объектов размещения, санатории, пансионаты, дома отдыха, гостиницы, гостевые дома, то в 2022 году их количество выросло до 788. Если в 2020 году страна располагала 28 тысячами койко-мест, то сейчас это 39 тысяч койко-мест. Хочу отметить, что речь идет исключительно о зарегистрированных по приезду туристах. В этой статистике не отмечены так называемые дикие туристы, то есть проживающие в частных домах без регистрации. Такой рост обусловлен прежде всего выводом из тени множества объектов размещения и постановки их на налоговый учет. В основном это объекты, которые не были учтены. Общее количество зарегистрированных предпринимателей составило 18 тысяч юридических лиц, а рост их количества за период с 2020 по 2022 год 4593 единицы. Именно столько новых субъектов предпринимательской деятельности появилось за неполных 2,5 года, и речь идет о новых налогоплательщиках, приносящих прямой доход государству и создающих новые рабочие места для граждан Абхазии. В 2020 году планировалось поступление налогов в размере 2,8 миллиарда рублей. Фактически было собрано 2,5 миллиардов рублей. Из-за ковида и других причин в 2020 году план выполнить не удалось. В 2021 году при плане 2,9 миллиарда рублей было собрано 3,4 миллиарда рублей. План был впервые перевыполнен. В текущем году при плане 3,4 миллиарда рублей прогноз сборов на конец года составляет более чем 4,1 миллиарда рублей. Это то, что удалось сделать путем простого улучшения собираемости налогов без введения каких-либо новых платежей, сборов и без увеличения налоговых ставок. Увеличение собираемости по таможенным платежам и сборам можно проиллюстрировать итогами работы Государственной таможенной службы. В 2020 году при плане 2,1 миллиарда рублей фактические показатели составили 1,8. Уже на следующий 2021 год при плане 2,1 миллиарда рублей сборы составили более 2,5 миллиарда рублей. За 10 месяцев 2022 года при плане в 2,3 миллиарда рублей прогноз начислений таможенных платежей на конец года составляет более чем 2,7 миллиарда рублей. В нашей стране существовали достаточно крупные предприятия, десятилетиями не плативших ни одного рубля в виде налогов. В настоящее время они поставлены на налоговый учет, платят и дальше будут платить. Работа в этом направлении будет продолжена. В целях поддержки малого и среднего предпринимательства Кабинетом министров Республики Абхазия утверждена государственная целевая программа с объемом бюджетного финансирования 50 миллионов рублей, направленная на софинансирование расходов малого и среднего бизнеса. Предполагается поддержка следующих отраслей: туризм, перерабатывающая промышленность, народный промысел, общественное питание. Для дальнейшего укрепления курса на социально-экономическое развитие нашего государства указом президента Республики Абхазия от 22 декабря 2021 года была утверждена государственная программа социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы. В программе обозначены целевые показатели, к которым мы должны прийти по итогам 2025 года. Прежде всего, это поэтапное увеличение средней заработной платы по экономике. Также ВВП страны должен увеличиться на 20% по отношению к показателям текущего 2022 года. Государственный бюджет Республики Абхазия должен быть увеличен на 30%, и собственные доходы в нем должны быть увеличены до 8 миллиардов рублей. Уважаемые друзья, говоря об экономике, хочу коснуться темы необходимости привлечения инвестиций. Считаю важным отметить положительный опыт реализованного инвестпроекта с иностранным капиталом в Ачимчирском районе. Речь идет о туристическом комплексе «Тамыш-Вилледж». Комплекс был построен на заросшем ольхой Тамышском побережье, куда были проведены все коммуникации, дорога, связь и электричество.
короткий срок построено 150 коттеджей, 600 койко-мест. Создано более 150 рабочих мест, из них 140 рабочих мест – это граждане Абхазии. Средняя заработная плата составляет 32 тысячи рублей. Сумма инвестиций в этот комплекс составил 391 миллионов рублей. Объем налоговых поступлений составляет более 12 миллионов рублей ежегодно. География успешного опыта инвестиций не ограничивается одним только Томышом. В Очимчирском районе идет активное восстановление заброшенного более 40 лет назад объекта. Объем инвестиций составил несколько сотен миллиардов рублей. Будет создано более 100 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию планируется летом 2023 года. В Сухуме введен в эксплуатацию Гранд-отель «Сухум» на 42 номера. Стоимость 247 миллионов рублей. В Сухумском районе введен в эксплуатацию глэмпинг «Гаруда» на 100 койко-мест. Стоимость проекта 75 миллионов рублей. В Гудауте введена в эксплуатацию гостиница «Россия» на 350 номеров и 700 койко-мест. В Гудаутском районе построена гостиница «Апсны» на 200 номеров и 400 койко-мест. В Гагре за отчетный период построено 20 объектов общей стоимостью 5,2 миллиарда рублей. Среди них комплекс «Напра Холидей» стоимостью 400 миллионов рублей, спа-отель «Напра» стоимостью порядка 300 миллионов рублей, отель «Сокол» стоимостью порядка 150 миллионов рублей и другие. Создано более 400 рабочих мест. Налоговые поступления носят существенный характер. Влияние инвестиций на доходы государства можно проиллюстрировать данными по платежам от крупнейших налогоплательщиков в государственный бюджет. Так, если в 2020 году из 2,6 миллиардов рублей 944 миллиона составляли компании с участием иностранного капитала, то в 2021 году из 1,9 миллиарда рублей 753 миллиона рублей, а в 2022 из 2,1 миллиарда рублей доля компаний с участием иностранного капитала составила 807 миллионов рублей. Мы должны понимать, что все доходы от инвестиций являются фундаментом тех социальных программ, которые реализуются сейчас и намечены на ближайшие годы. Эти доходы прямо отражаются в возможностях нашего государства строить и ремонтировать школы и больницы, кормить и одевать, учить и развивать наших детей. Хочу отдельно подчеркнуть, что иностранные инвестиции – это вовсе не значит продажа земли или неотчуждаемой собственности народа Абхазии. Пока я являюсь президентом Республики Абхазия, исполняю функции гаранта ее Конституции, никакой речи о продаже земли идти не может. Вся моя деятельность направлена на развитие нашей Родины, на формирование ее будущего, в котором предстоит жить нашим детям. Другого пути у нас нет. Спасибо, благодарю за внимание.